Голова года или Чилпазы – праздник, который имеет многовековую историю, является одним из главных в национальном календаре и любимых у жителей нашей республики. От имени главы и правительства Республики Хакасия я хочу сегодня всех поздравить с самым замечательным праздником на нашей земле. Поверьте, этот праздник стал одним из лучших не только для коренного населения, а для всех народов, которые населяют нашу республику. И это происходит еще и потому, что мудрость древней хакасской земли справляет Новый год именно весной, когда просыпаются все самые лучшие силы природы, когда люди верят в самое хорошее, в самое замечательное и для своих семей, для родной Хакасии и в целом для российского государства. Я хочу пожелать вам всем добра, счастья, здоровья. Я уверен, что мы все вместе с вами будем помогать друг другу и всегда выстоим в любой ситуации. По поручению Республиканского совета старейшин хакасского народа от себя лично поздравляю вас со светлым весенним праздником Новым годом по хакасскому календарю. Праздник Чилпазы – это не просто традиция, это культурное наследие, сохранение предками современных хакасов. Чилпаза укрепляет такие духовные ценности, как любовь к родной земле, семейные традиции. Праздник символизирует обновление природы, человека. Отмечают Чилпазы именно в весенние дни не случайно. Это связано с древними представлениями людей о цикличности времени. Согласно поверьям, год рождается, живет и умирает вместе со сменой сезонов. Чтобы Новый год был благополучным, сытым и счастливым, важно взывать к духам, чаянам, проводить циклы обрядов. И участниками важнейшие из них сегодня стали жители Хакасии, собравшиеся на этой площади. Но обо всем по порядку. В этом году Чилпаза открылся театрализованным прологом «Хан Пеглер. Богатыри хакасского народа». И каждый раз его тематика особенна. Сегодняшнее повествование связано с годом культурного наследия народов России, которым объявлен 2022 в стране, и археологией в Хакасии. Наша земля несказанно богата памятниками древности, которые пропитаны духом истории, служат бесценной печатью, оставленной предками в разные эпохи. И великим предкам, и, конечно, нашим современникам, героям хакасской земли, трудившимся на благо становления Хакасии, и посвящено театрализованное действо. Каждый народ имеет право и должен воспитываться на идеалах близких и понятных ему. В становлении духовности примером для представителя каждого народа должен быть прежде всего герой из собственной истории народа. Много имен героев на камнях с памятными надписями у могил полководцев и воинов оставлены в хакасских степях. И вот он, кульминационный момент церемонии открытия праздника – проведение символичных обрядов. Богиню Отене кормят национальными блюдами и благодарят за тепло, пищу и защиту от злобы. Невидимые створки небесных ворот открыты, и духи-покровители после суровой зимы вновь возвращаются в земной мир. Они несут изобилие и счастье, весеннее солнце, ведут Новый год, а люди повязывают на ветках священной березы цветные ленточки. Красная лента – символ солнца и огня, тепла, жизни и достатка. Синяя – светлого неба, мира и согласия. Белая – верности, преданности, чистоты помыслов и добрых дел. Добрые дела весь этот год совершали и эти люди. Они добились особых успехов в разных отраслях деятельности. За это были удостоены ряда благодарностей и наград. А сегодня их дополнит почетная награда Республиканского совета старейшин хакасского народа «Человек года». Александра Юрьевна Карамчакова, главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия, Черногорская межрайонная детская больница. Оксана Семеновна Чистанова, учитель хакасского языка муниципального бюджетного образовательного учреждения Чарковская средняя общеобразовательная школа. Вот прошлый год у нас был объявлен в Хакасии годом хакасского эпоса. У нас огромное количество мероприятий прошли. Очень знаковых, значимых. Продолжение года эпоса у нас идет, и в законодательном плане мы очень много
много планов наметили. И в нормотворческом, и в творческом. Поэтому вот такое развитие мощное год нам дал. И лучшие люди получили сегодня. Вот слава Даржу. Я очень рада. Музыкант, фольклорист нашего ансамбля «Ульгер» сегодня получил такую заслуженную награду. Это еще раз вот такое признание эпоса в Хакасии. Ну а дальше время народных гуляний. В этом году впервые они развернулись на территории Республиканского сельскохозяйственного рынка. По задумке дирекции рынка специально к Чилпазы здесь установили огромную юрту, которая может претендовать на статус самой большой в республике. Символизирует, во-первых, что мы все-таки живем в Хакасии, солнечной Хакасии, нашей любимой Хакасии. И она будет украшением республиканского рынка. И, конечно же, здесь будут проходить все национальные праздники, которые сегодня проводит город Апокат, Республика Хакасия. Вокруг юрты разместились импровизированные национальные жилища, визитные карточки городов и районов Хакасии. В каждой особое убранство. В левой стороне сидел мужчина. Он занимался всегда охотой. Здесь у нас представлены некоторые экспонаты. У нас есть один замечательный экспонат – Великий Невод. Его ширина достигает 50 метров. Мы сегодня привезли разнообразные блюда, но в основном это молочные, мясные и, конечно, стряпанные мы любим. И лепешки, и хлеб домашний, и пироги разные. Конкурс юрт на празднике Чилпазы традиционный, но с каждым годом делегации стремятся сделать свои экспозиции интереснее. Ведь победителей и призеров ждут денежные призы. Критерий очень много. Самое главное, чтобы народу было интересно. Возле той юрты, где очень много народу, понятно, что они будут победителями. Саша! 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 У хакасов, как и у всех народностей, есть свои народные игры. Мелей – это на русский язык переводится варежка. Пурбащазарара – это спрячь колечко. То есть у нас хакасские игры немножко пересекаются с русскими играми, очень схожие. Но есть традиционные игры, как, допустим, перетягивание палки, перетягивание каната. Эх, не получилось. Ну, хоть пол барана выиграл мне, то хорошо. Так, ну-ка смотри. Да, молодец. Когда вот все кости собрал, то там, когда остается 3 кости, нужно выбросить 3 одинаковых и собрать их. Нужно успеть впервые всех. И потом получить барана. Конечно, непривычно. То всех там такие современные, а это... Ух ты! Такая национальная, старинная, да? Но это тоже очень круто. Национальный колорит стал визитной карточкой и этих торговых и выставочных зон. Сувениры, украшения, произведения декоративно-прикладного искусства, игрушки, красота да и только. Это сделано по старинной технологии с использованием ваты и крахмала. Внутри проволочный каркас. Но, конечно, много идей мы берем от старой игрушки, от ватной. Поклонники же музыки и театрализованного действа весь день не отходили от сцены. Здесь выступали и артисты Республиканской филармонии, и творческие коллективы районов и центра Кадышева, студенты мусколледжа ХГУ. Они участвовали в конкурсе театрализованных представлений «Богатыри хакасского народа», который стал не только тематическим, но и стилистическим продолжением театрализованного пролога. Знаменитый хайджин Махчи Семен Прокопьевич Кадышев. По его произведению «Алтын Чус» мы поставили театрализованную постановочку. За победой ехали или для участия? Конечно, за победой готовились, костюмы шили вообще. И уж зрители точно оценили старания выступающих. На лицах улыбки, эмоции льются рекой. Люди поздравляют друг друга с наступлением весны. Мира, здоровья, процветания, чтобы никаких коронавирусов. Огромного счастья и чтобы все мечты сбылись, какие вы загадаете. Самое главное – здоровье, стрессоустойчивости и денег. Процветание мира, наверное, в первую очередь нам, всем детям, ну и всем процветание, чтобы процветала, чтобы культура наша повышалась, и независимо хакасская, русская, многонациональная. Ну, самое главное, чтобы дружба была. Все праздники национальные мы очень уважаем и посещаем постоянно. Сама я тоже здесь выступала, и хочется посмотреть, как развивается праздник, как расширяется, и народу больше становится, и более разные выставки.
выставки появляются, и концерты расширяются, мне кажется. За несколько дней мы подготовились и планировали, и приехали, и покушали национальные блюда, и поиграли, и в канат поиграли, и, вообще во все игры, и, игрушки всякие покупали. Вообще здорово. Мероприятие очень прекрасное. Живем с детства в городе, а буквально первый раз присутствуем на таком празднике. Не пожалели, что зашли, очень интересно. Спасибо за организацию. Чилпазы 2022 подходит к завершению. И по традиции финальная его часть посвящена награждению победителей конкурсов муниципальных образований. Приз за лучшее театрализованное представление уехал в Орджоникидзевский район. Второе и третье места заняли Аскизский и Бийский. Более того, делегация из Аскиза удостоена главной награды за лучшую сюжетно-ролевую программу у юрты. Вторыми в этих состязаниях стали гости из Алтайского района, а делегация из Абакана заняла третье место.